Урок номер 28. Мы строим города и села. Ты будешь определять значение словосочетания по контексту, основные моменты прослушанного текста. Будешь писать краткий текст с помощью учителя. Упражнение 1. Прочитай. Ответь на вопросы. Наш аул. Нет места красивее нашего аула. Раньше не так было. Вспоминаются рассказы отца. Он увидел первый раз свой аул с самолета и удивился. Кому это пришло в голову разбросать домишки так далеко друг от друга? Сами домики были темными. Теперь они новенькие, беленькие. Глядят дома один на другой сквозь сады. Все сделали мои земляки своими руками. Школа в ауле тоже новая. Она большая, светлая. В ней работает много хороших учителей. Я люблю это место на земле. Это мой аул, наш аул. Каким был аул раньше? Почему он стал красивым? Что же сделали земляки автора? Как ты думаешь, кто по профессии были земляки? Перечисли. Ответ аргументируй. Объясни значение словосочетаний «пришло в голову», «глядят сквозь сады». Аул раньше был маленьким, дома были темными и разбросанными. Аул стал красивым, потому что люди приложили усилия. Дома теперь новенькие и беленькие. Земляки автора все сделали своими руками. Они посадили сады, построили новые дома, построили новую школу. По профессии они строители и садоводы, потому что появились сады и новые дома. Кому в голову пришло? Значит, кто мог так сделать? Кто так надумал? Глядят сквозь сады, значит, между домами появились сады. Упражнение 2. Напиши рассказ. Напиши краткий рассказ на основе текста «Наш аул». Что произошло с нашим аулом? Каким он стал? Что построили строители? Какие эти дома? Что еще построили? Какая школа? Что сделали садоводы? Бірінші жаттығудың мәтінін пайдаланып, осы сұрақтарға жауап бере отырып, мәтін құрастыр дейді. Упражнение 2. Наш аул изменился в лучшую сторону. Сейчас он красивый и большой. Строители построили новые дома. Дома беленькие и новенькие. Еще строители построили школу. Она большая и светлая. Садоводы посадили сады. Аул преобразился и изменился. Упражнение 3. Пересказ по рисункам и вопросам. Запомните и запишите слова. Строитель. Говорим А, пишем О. Экскаваторщик. Запоминаем буквы А и О. Суффикс «щик». Кто сидит высоко над землей и поднимает вверх тонны кирпичей? Кто кирпичи кладет ровно в ряд? Чья работа на стройке всем видна? Кто строит садики и школы для ребят? Назови профессии этих людей и запиши в тетрадь. Упражнение 3. Высоко над землей сидит крановщик и поднимает тонны кирпичей. Эти кирпичи ровно в ряд кладет каменщик. На стройке всем видна работа крановщика и экскаваторщика, строителя. Строители строят садики и школы для ребят. Очень важны профессии строителя, маляра, каменщика, инженера, экскаваторщика, крановщика. Упражнение 4. Творческая работа. Подготовь презентацию, 2-3 слайда или фотографии. Каким был твой город, твое село 5-10 лет назад, каким стал сегодня. Напиши 3-4 предложения. Өзіңнің қалаң немесе ауылың 5-10 жыл бұрын қандай болғаны туралы 1-2 сурет, қазір қандай болғаны туралы 2-3 сурет,
көрсетіп презентация жаса және 3-4 сөйлем құрастыр.